Ахмед Халидович, конечно же, топ-тема– это переговоры, которые состоялись. Собственно, после этого заявления новые. Вот, в частности, Лавров говорит и обвиняет Соединенные Штаты Америки в отходе от договоренностей в Анкоридже как по Украине, так и по экономическому сотрудничеству. И, в принципе, говорит, что этот вопрос, ну, как бы, нужно вообще, проблема должна быть решена по-мужски. Нужно подходить по-мужски к этому вопросу. Это что, уже такое истерика какая-то или как это? Э, Дело в том, что мы на самом деле не знаем, о чем они договорились на Аляске, когда встречались, да, что Мгм. там наговорил и на что подбил Трампа. Но дело в том, что несмотря на все, что сегодня происходит и все, что связано именно с администрацией во главе Трампа, в Соединенных Штатах Америки президент не все решает. Может быть, он тогда и понаобещал Путину что-то, да, но самое главное, я думаю, что большая ошибка, которая была допущена в отношении Путина и России, тогда с президентом Соединенных Штатов Америки, это то, что он согласился на то, что они подпишут, что они перестанут говорить о прекращении огня, что они сразу подпишут какое-то стратегически важное соглашение. И только после этого война закончится. Вот это отступление и позволяет сегодня Путину и Лаврову продолжать делать то, что они делают. А что они делают? Они совершают преступления. Они воюют против гражданского населения. Это вот в эту зиму абсолютно очевидно. Это самый настоящий террор. Это попытка подавить и сломать волю украинского народа к сопротивлению, сохранению своей государственности и борьбу за свое будущее. Вот чего они добиваются. И, конечно же, сегодня вот в этих 20 пунктах, которые рассматриваются уже тремя сторонами, и Соединенными Штатами Америки, Украины и России, конечно, это отличается в корне от того, что было предложено Москвой через Соединенные Штаты Америки, вот эти 28 пунктов и позиций, помните, которые нам озвучили? Практически это была капитуляция. И когда сегодня Путин или Лавров, когда требуют от Украины отдать им то, что они не смогли захватить за 12 лет войны. За 12 лет войны они не сумели захватить полностью ни Донецк, ни Луганск. Они сейчас требуют это просто им подарить и отдать. За что? За все те злодеяния, которые они совершили. Это значит, получается, что преступники и страна-агрессор, человек, который находится в розыске, на которого выдан международный ордер на его задержание Международным уголовным судом, вознаграждается территориями и всякими другими вещами. Самое главное, он уходит от ответственности за те злодеяния, которые он совершил. Конечно, Украина и в целом международное сообщество не может согласиться с этим. И, конечно, я думаю, что у них сегодня действительно паника. Вот дипломатия, я всегда говорил, что дипломатия для России – это абсолютная манипуляция. Видимо, когда манипуляция не переходит, они переходят к слангу. В России же давно живут по понятиям, не по законам, не по международным, не по каким законам, а по понятиям, по воровским понятиям. И вот Лавров напоминает, что вот мужики договорились, да, а тут что-то не сработало. Надо решать по-мужски. Ахмед Халидович, ну в том ли положении Кремль, Путин и, в принципе, Российская Федерация, чтобы, скажем так, диктовать условия и Соединенным Штатам Америки, поскольку, ну, как бы он обвиняет в том, что вот мы договорились, а вы там не выполняете. Ну, то есть не грозит ли это каким-то более радикальным действием со стороны Соединенных Штатов Америки? Не боятся ли? Вполне допустимо, потому что так не может продолжаться. То, что сегодня делает Россия, благодаря во многом той позиции, которую заняли Соединенные Штаты Америки, конечно, это не может продолжаться. Люди, которые почувствовали абсолютную безнаказанность и совершают злодеяния. И все это делается открыто. Я имею в виду вот последний месяц, что происходит в Киеве в связи с тем, что разрушается инфраструктура, разрушается
все, что человеку необходимо, людям необходимо для того, чтобы пережить зиму. Да? Вот все это происходит на виду у всего мира. И, конечно, в этой ситуации с ними не просто, с ними вообще нельзя было разговаривать, по большому счету. Да? А когда мне говорят или когда нас убеждают в том, что вот от того, что мы не разговариваем, они не перестают воевать. А от того, что мы разговариваем, они разве перестают совершать злодеяния и совершать преступления? Просто они нас, тех, кто с ними разговаривает, делают соучастниками тех преступлений, которые они совершают. Вот вся разница. Если бы хотя бы не было бы вот этой легитимизации войны России против Украины, совершенно может складывалась бы другая ситуация, несмотря ни на что. Но и сегодня так не может продолжаться. Я уверен в том, что сегодня уже дедлайн диктует не Дональд Трамп, а ситуация диктует дедлайн Трампу. Потому что о дедлайнах, да, Ахмед Халидович, вот Владимир Зеленский во время закрытого совещания с журналистами, общения, прошу прощения, сказал о том, что якобы Соединенные Штаты Америки как раз и хотят завершить войну до июня успеть, потому что потом они будут заниматься выборами в Конгресс, и им это будет не до этого, и будет давить на обе стороны. Так, как вы считаете, ну, в этом контексте, когда мы говорим об этом дедлайне, это какова вероятность остановки войны? Ну, я не вижу предпосылок к тому, что я очень сожалею, что мне приходится это говорить, Евгения. Я не то чтобы выступаю за войну, но я категорически против того, чтобы мир любой ценой. Потому что это будет не мир любой ценой. Если сегодня Украина капитулирует, сдаст территории и пойдет на уступки, это только будет отложенная война. И через какое-то время Россия снова начнет войну, но уже более страшная и более подготовленная к этой войне. Поэтому я вынужден говорить то, что я знаю. А мы исходим из нашего опыта. Человек может руководствоваться только тем, что он уже пережил и что знает. Мы это пережили. Мы заключали перемирие, мы заключали договор, мы заключали стратегический мир, вовлекая международные институты. Но что произошло? Через 3 года Россия начала крупномасштабную агрессию снова против Чеченской Республики. И эта война на самом деле продолжается по сей день. Поэтому я не думаю, что ни к июню, ни к июлю, ни к уроку, ни к приуроченной какой-то дате война не закончится. Война, если Соединенные Штаты Америки хотят, чтобы закончилась война, они должны сейчас уже начать очень серьезно требовать и оказывать давление на Россию и поддерживать Украину во всех смыслах, и в военном, и в политическом, и в экономическом отношении. И только таким образом вот эти оставшиеся несколько месяцев Россию можно склонить к миру. Украина уже сделала все возможные уступки. Когда Украина говорит, что мы останавливаемся там, где стоим, это уже величайшая уступка, потому что Россия незаконно аннексировала почти 20% территории Украины. И если это не считать уступкой, то остальное это можно квалифицировать только как требование полной капитуляции от Украины. А этого не произойдет. Поэтому, Евгений, я считаю, что никакие дедлайны, просто декларируемые, кем бы они ни были, Соединенными Штатами Америки, Великобритании, они не будут работать, если за этим не последует реальное давление на Россию. Россию можно только принудить к миру или же разгромить по фронту. Другого варианта рассчитывать на то, что Россия осознает или опомнится, или облагоразумится, это исключено. Потому что нужно понимать, Путин исходит, и путинское окружение исходит от принципа победителя не судит. Им во что бы то ни стало надо победить. А победа в их понимании – это полное разрушение
украинского государства. Полная капитуляция, когда Украина не будет требовать ни возмещений, ни компенсации, не будет преследовать военных преступников, не будут призывать к ответу за все эти злодеяния. Вот это для Путина и для его окружения окончание войны. А на это не может пойти ни Украина, ни Европа. И поэтому я исключаю, что вот при той тенденции, которую мы сегодня наблюдаем, при всем том, что Россию вызывают на переговоры, с ними разговаривают как с каким-то законным международным субъектом, Россия вне закона сегодня. И по отношению к России должны применяться не те стандартные, обычные принципы и нормы, которые заложены были в межгосударственных отношениях. С ними нужно поступать так, как они находятся вне закона. И любая акция против России сегодня, она абсолютно оправданна и легитимна. И поэтому нужно исходить из этого, Евгений. Кадыров, который вышел и сказал, что он против окончания войны, и нужно идти до победы. Его попросили это сказать, либо он просто вышел сам, чтобы о нем не забывали? Ну, я думаю, что он сам, такие вещи он не делает сам, потому что это уже внешний вопрос внешней политики. И, конечно же, Кадыров, региональная марионетка, он не может вмешиваться. Это тех, кто не хотят остановить войну, им нужно обязательно кого-то притянуть к тому, что вот нельзя заканчивать войну. Это демонстрация того, что вот регионы даже не согласны с тем, чтобы остановить войну. Путин на этом фоне должен выглядеть как бы голубем мира, который пытается, лезет из кожи, обещает перемирие на неделю, там готов заключить сделку. Ну вот ситуация вокруг складывается так, что все хотят продолжения войны, а Путин просто так хочет с Трампом договориться. Вот они пытаются вот это продемонстрировать. Это всегда было так. Или Зюганов, или Жириновский всегда выходили с какими-то абсолютно радикальными заявлениями, с тем, чтобы Путина делать более лояльным, более респектабельным, скажем так, в этих вопросах. И вот это то, что они сейчас демонстрируют нам из Кадырова. Разговоры о том, что в Кремле ищут замену Кадырову, насколько, по вашему мнению, это соответствует действительности и действительно ли хотят, собственно, его убрать? Если не он, то кто? Евгений, вот при наших слушателях, давай мы с тобой так договоримся, что мы больше никогда не будем возвращаться к этой теме, потому что мы об этом очень много говорили и всегда говорим. Я категорически против того, чтобы этого человека делали центральной фигурой вот в тех злодеяниях, которые происходят и делает, и реализовывает Россия. А Кадыров – это никто, ноль. И, конечно же, пока есть Путин, и пока Кадыров дышит, его никто не заменит. Потому что этот фрукт и продукт, который создал Путин в течение нескольких десятилетий, вкладывая в это миллиарды средств и тысячи и сотни тысяч человеческих жизней. И поэтому при любом Кадырове они никогда от него не отрекутся и не откажутся. И замена Кадырова ровным счетом ничего не изменит. Найдут другую марионетку. Или же поставят генерал-губернатора, который будет продолжать эту же политику на Кавказе. До тех пор, пока сохраняется сегодняшняя система, никаких изменений на окраинах России не произойдут ни в Чечне, ни в Дагестане, ни в Татарстане. Это все будет возможно только после военного поражения России в Украине. Вот если говорить о губернаторах, есть сообщения о том, что вот увеличены значительно в регионах выплаты на охрану. Именно губернаторы себе на охрану выделяют намного больше, чем в 2022 году и так далее. В частности, пример Брянской области там приводится. А чего боятся губернаторы? Они реально боятся Украины и украинские структуры. Они знают, что они совершили, что они причастны вот к тем преступлениям, которые сегодня совершает Россия от имени всей России, не Путин. Хотя многие пытаются, и в частности так называемые хорошие русские, пытаются свести вот все те злодеяния, которые совершает эта страна, это государство, этот народ, свести
персональной ответственности Путина или же его какого-то ближайшего окружения. Это вся страна, которая сегодня находится под этой системой, которая зародилась не при Путине, а которая зарождалась еще при Романовых, когда они вели захватнические войны по всему миру. Это с этого времени продолжается. И ничего не изменилось. Форма меняется, но суть этой империи не менялась никогда. И, конечно, губернаторы, которые вовлечены в каждодневное убийство украинского народа, понимают, что ждет их, что недалек час возмездия. И украинцы, украинские соответствующие структуры это очень хорошо демонстрируют. Пусть они это сегодня не признают, пусть они это сегодня об этом не афишируют, но они есть. И вот возмездие за те злодеяния, оно абсолютно неминуемо. И поэтому они боятся, и поэтому они усиливают и охрану, и свою пытаются обеспечить свою собственную безопасность. Ахмед Халидович, ситуация в Белгородской области. Там полгорода без воды. Кроме этого, там началась эвакуация из-за того, что нет отопления и спускают трубы. И местный губернатор заявил о том, что нужно энергетическое перемирие. Его теперь запишут, ну, не знаю, в предателей, по вашему мнению. И, в принципе, влияет ли ситуация в регионах на принятие решений в Москве? Только когда начнутся блэкауты в Москве, и этот кризис перенесется, то, что происходит в Белграде, в саму Москву, только тогда возможны какие-то изменения. А до тех пор Рязань, Белград, Курск, это ровным счетом Чечня или Дагестан, какие-то другие регионы, это ровным счетом никак не влияет на общее настроение российской массы быдла, которая сегодня ратует за продолжение войны. И, конечно, они будут это продолжать. А то, что говорит губернатор Белгородской области, да, он ситуацию на месте понимает хорошо, но дальше этого региона это не пойдет. Вы вспомните, как Путин прервал одного исполняющего обязанности, по-моему, Курской области, когда тот начал ему докладывать и говорить о том, какая ситуация там складывается. Они его быстро сняли и заменили. А с белгородским губернатором, я думаю, тут посложнее, потому что он с самого начала находится под этим натиском, под ударами, и он пытается как бы и сам политически выжить, и поддерживая агрессивную войну России, и в то же время с населением ладит. А это сегодня уже это не будет получаться, потому что слишком далеко зашла ситуация. И, конечно же, Украина имеет полное право наносить удары, где им удобно и когда они считают это правильным. Владимир Зеленский говорил, что Соединенные Штаты Америки во время переговоров предложили энергетическое перемирие, продлить его, но российская сторона не дала ответа. Это говорит о том, что просто у них другого выхода нету, как именно убивать гражданское население и продолжать этот террор. Да, безусловно, это так и есть, Евгений. Дело в том, что на фронтах никаких успехов нет, им приходится в наглую врать, что они достигли каких-то успехов, что-то захватили, что-то это самое, а на самом деле и Z-блогеры, и все, кто наблюдает за этим, они же видят это и знают картину. И поэтому единственный шанс у них сегодня сломить дух украинского народа. А это как возможно? Сегодня, сочетая тяжелую зиму, холодную зиму с теми преступлениями, которые они совершают. И они не ожидали, что народ вот так будет выдерживать весь этот кошмар, который на них навалился. Я уверяю, Евгения, вот здесь, в Европе сегодня, при той развитости экономики и там НАТО и все, европейские страны, ни одна из стран 2 недели не выдержала бы того, что сегодня выдерживает Украина. 2 недели. И, конечно, России рассчитывали на то, что украинцы сломаются, и что пойдут массовые выступления против руководства с требованиями любой ценой заключить мир и остановить войну. Этого не произошло, это не произойдет. Воздушные шары, кстати, с территории Беларуси снова воздушное пространство Польши нарушили. И как бы это же не первый уже эпизод, и несколько недель назад было подобное, было также это и в балтийских странах. Как вы считаете, чего добивается здесь Кремль?
Ну, они, во-первых, втягивают Украину, вернее, Беларусь как можно глубже вот в этот конфликт, и в частности Лужкова, потому что его заигрывание Соединенными Штатами Америки и попытка посидеть на двух стульях и поддерживать Путина, и при этом оставаться цивильным президентом, это не получится и не будет получаться. Путин в любом случае ему этого не позволит. И, конечно же, Соединенные Штаты Америки делали хорошее, доброе дело, что они способствовали освобождению политзаключенных. Но это нужно было делать немного под другим ракурсом, не восхваляя Лукашенко, а требуя и призывая его к ответу, что он предстанет перед судом, если эта ситуация будет сохраняться. А сегодня подыгрывать Лукашенко, это значит стимулировать его на такие выпадки и выходки, чтобы он мог удовлетворить еще и Путина. А Путин от него требует агрессивных методов и агрессивных действий, чтобы Россия была не одинока вот в той войне, которую они развязали. И ответственность Путин хочет разделить со всеми, кто сегодня вовлечен в этот конфликт. Смотрите, раз мы уже коснулись темы Беларуси, служба внешней разведки России обвиняет Запад в попытке свержения Лукашенко. Мол, подконтрольные западным странам организации аккумулируют силы и ведут подготовку к смене конституционного строя в Беларуси. По версии ведомства, операция нацелена на президентские выборы 2030 года, а для ее осуществления неправительственные организации и фонды США, Великобритании, Германии и Польши ищут в белорусском обществе новых либеральных пассионариев. Это СВР готовит нечто подобное и прикрывается уже. Смотрите, Евгений, это если даже исключить, что это правда, то и Соединенные Штаты Америки, и международное сообщество, они опоздали ровно на 6 лет. В 2020 году, когда белорусы вышли открыто и несколько месяцев противостояли Лукашенко и их не поддержали, вот это результат того, что сегодня имеем мы все и весь мир в лице сегодняшней Беларуси. И Белоруссию можно изменить и сменить режим только в одном случае, только после военного поражения России. Режим Беларуси сменится вместе с режимом или с изменением той системы, которая сегодня управляет России. Только в этом случае возможны какие-то перемены. И там, и везде, где есть российское влияние на сегодняшний день. И в Грузии, и в Белоруссии. И, конечно, провоцировать ситуацию будут и в Молдове. Если бы не война в Украине, они давно бы совершили бы почти то же самое, что они совершили с Белоруссией и с Молдовой. Ну, война в Украине и народ украинский практически сегодня отстоял не только свою независимость и свою государственность, но и отстаивает государственность и Молдовы. Потому что Россия сегодня, ведя вот эту войну, она не может еще где-то чем-то заниматься, пока она не завершит. И поэтому Путину очень важно закончить эту войну в качестве победителя с тем, чтобы он мог это продолжить. И вот этого, если ему позволят сделать, конечно, в дальнейшем мы будем иметь ту же самую картину, что мы имели в 96 году, когда мы заключили договор. В 96-м мы заключили мир, в 97-м мы подписали стратегический договор о мире, а в 99-м Россия начала крупномасштабную агрессию против нашего государства. То же самое повторится и сейчас в Украине и с Украиной, если это позволит Путину уйти от ответственности за те злодеяния, которые он совершил. То есть говорить вот о гарантиях безопасности, мол, о том, что будет в случае, если Российская Федерация нападет снова. Получается, Ахмед Халилович, что это не имеет никакого смысла или ничто не остановит Российскую Федерацию. Все равно очередное вторжение неизбежно. Да, российскую агрессию остановит только украинская армия. Вот то, что Зеленский сказал во время визита польского президента, что 800-тысячная контрактная армия Украины необходима для обеспечения безопасности и Украины, и самой Европы. Никаких других гарантий Европа не может дать Украине.
А вот Украина может дать гарантии безопасности всей Европы, если сегодня Украину поддержать и позволить ей разгромить Россию как вооруженную державу. И только в этом случае, только Украина и украинская армия, вот это и есть гарантия и безопасности, и обороны и Украины, и всей Европы. И другого варианта просто нет. Ни НАТО нет, ничего нет, никто, ничего не существует, кроме того, что сегодня мы имеем. Это украинская армия. Ахмед Халидович, мы следим за событиями, анализируя в общих эфирах, каждый раз говорим о том, куда движется российско-украинская война, что нужно для того, чтобы остановить режим Путина. Вас благодарю за ваши мысли и за то, что вы уделили внимание нашим зрителям. Это ценно для нас. Спасибо вам большое.